приветствовать всех, кто сегодня пришел к нам на вебинар, который посвящен проблеме организации неурочной деятельности по предмету основы безопасности жизнедеятельности, анализу результатов и направлениям проведения. И маленькое дополнение к сегодняшнему вебинару. Мы также обсудим вопрос, который касается системы мероприятий, которые проводит Коми Республиканский институт развития образования и РМО учителей ОБЖ. Итак, что такое внеурочная деятельность и в чем ее особенности в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к нашему предмету основы безопасности жизнедеятельности. Качество организации внеурочной деятельности по предмету является одним из показателей педагогической компетентности учителя, что и отражено в нашем аттестационном портфолио. И вот сегодня мы с вами должны будем разрешить вот эту проблему, то есть как можно модернизировать и развивать внеурочную деятельность по предмету ОБЖ, и что нужно сделать для того, чтобы такой критерий, как характеристика внеурочной деятельности, был вами представлен в вашем аттестационном портфолио наиболее успешно. Сегодня, когда мы переходим к характеристике внеурочной деятельности, то обращаем внимание на следующее, что примерно 150 дней вообще в календарном году учащиеся не посещают образовательную организацию. Плюс к тому еще у нас есть каникулярное время в течение учебного года, и получается, что достаточно большой промежуток времени дети предоставлены сами себе. Но когда вот ребенок что-то ищет для себя новое, и он стремится найти это новое за пределами школы. И, конечно же, учителю необходимо, образовательная организация, учителя-предметники, все как раз обеспокоены тем, чтобы ученик искал вот эти вот ценности и приоритеты в жизни не на каких-то отрицательных примерах, а именно через систему неурочной деятельности и через систему дополнительного образования. Мы сейчас уже убеждаемся неоднократно в том, что урочная деятельность, она уступает свои приоритеты и не является той основной формой, которая предоставляет обучающимся ту необходимую систему знаний и умений. И в этом также учителя ОБЖ тоже уже убедились. И неоднократно вот можно слышать, что ну что можно дать ребенку, да, если у тебя всего 34 учебных часа в неделю. Но поверьте, что на такую неудовлетворенность указывают и другие педагоги-предметники, у которых и 68 часов уроков в течение учебного года. И таким образом вот мы приходим к выводу о том, что именно внеурочная деятельность призвана способствовать воспитанию обучающихся, развитию их духовно-нравственной сферы, интеллектуальному развитию, физическому. Ну и кроме того, через организацию внеурочной деятельности наиболее полно удовлетворяются познавательные интересы учащихся, их склонности и способности. Через внеурочную деятельность также удовлетворяется потребность профессиональной ориентации. И таким образом, через организацию внеурочной деятельности формируется та образовательная и воспитательная среда, где ребенок и будет себя проявлять. В каникулярное, например, время, в выходные дни или в свободное от уроков время в течение недели. Внеурочная деятельность регламентируется федеральными документами и документами регионального уровня. Здесь, конечно же, мы начнем с того, что вспомним закон об образовании, потому что в этом законе, в статье 2, четко определены все понятия, которые мы с вами используем в нашей профессиональной жизни. Что такое образование, что такое обучение, воспитание, основная образовательная программа, примерная образовательная программа, программа курсов неурочной деятельности. И понимание содержания этих понятий, оно позволяет наиболее грамотно, наряду со знанием педагогических технологий, особенностей методики, грамотно реализовывать принципы организации внеурочной деятельности.
Далее, конечно же, мы обращаем внимание на содержание государственных образовательных стандартов основного и среднего общего образования. Ибо в этих стандартах, которые являются документом, на основе которых разрабатываются все и рабочие программы учебных предметов, и программы курсов внеурочной деятельности, именно здесь заложены мы читаем именно о тех целях и задачах, которые реализуются современной системой образования. Ну и также мы не забываем и о региональных документах, которые издаются Министерством образования Республики Коми и правительством Республики Коми. В основном мы опираемся на такие документы, например, при организации военно-патриотического, гражданско-патриотического воспитания, на такой закон, как закон о патриотическом воспитании. Также мы опираемся на план реализации концепции развития учебного предмета по ОБЖ, который принят на федеральном уровне и принят на республиканском уровне. Нужно сказать, что вот именно с учетом новых постановлений правительства Республики Коми у нас и будут сегодня озвучены дополнительные направления работы нашего республиканского методического объединения. Остановимся на характеристике неурочной деятельности и месте неурочной деятельности в структуре основной образовательной программы. Нужно сказать, что несмотря на то, что урок является основной формой организации учебного процесса, но все равно урок имеет ряд своих недостатков. И эти как раз недостатки, они и обусловили развитие внеурочной деятельности. Ну, во-первых, урок четко структурирован и он стандартизирован, то есть мы на уроке должны обязательно реализовывать те запланированные результаты обучения, которые определены стандартом. И на уроке остается порой ребенок неуслышанным, мы не можем ответить полностью на его какие-то потребности, запросы, не можем сформировать на уроке порой во всей полноте те предметные результаты обучения, которым бы хотел ребенок овладеть. И таким образом появляется необходимость определения в образовательной программе еще дополнительного блока, как неурочная деятельность. На внеурочную деятельность отводится примерно 20% учебного времени, и эта составляющая образовательной программы, она складывается из запросов обучающихся, а также при разработке плана внеурочной деятельности реализуются и запросы родителей и законных представителей. Так как неурочная деятельность входит в основную образовательную программу, то она определяется как обязательная деятельность, направленная на достижение планируемых результатов обучения в формах, отличных от урочной. Это определение у нас как раз и записано в наших нормативно-правовых документах. То есть это образовательная деятельность, это не просто деятельность, которая направлена на отдых, на какое-то развлечение, но именно во внеурочной деятельности ребенок должен получить те знания, которые определены в программе, но в формах, отличных от урочной. Что это за формы, мы с вами сегодня систематизируем и еще раз их вспомним и систематизируем. Исходя из определения внеурочной деятельности, ее цель заключается в обеспечении достижения ребенком образовательных результатов, которые определены рабочей программой учебного предмета за счет расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность ребенка. То есть в ходе внеурочной деятельности не только изменяются формы, широко используются различные формы организации образовательной деятельности, но также и будет происходить изменение той образовательной среды, в которой находится ребенок в соответствии с нашим предметом. Организация внеурочной деятельности имеет ряд преимуществ. И
давайте вспомним, что это за преимущество. Неурочная деятельность строится по принципу добровольности. И что интересно, то, что включиться во внеурочную деятельность может ребенок без учета предыдущего уровня подготовки. Ну, например, ребенок может включиться в любое направление деятельности, если ему это необходимо. Далее, неурочная деятельность рассматривается как образование без каникул. То есть это деятельность, в которую ребенок может вовлекаться и в каникулярное время, по специальным заданиям учителя. Например, это может быть исследовательская деятельность, это может быть проектная деятельность, художественная деятельность. Ну, в общем, все то, что вот вы будете считать нужным для организации досуга ребенка. Далее нужно обратить внимание на то, что внеурочная деятельность позволяет использовать, внедрить непосредственно в систему образования такой принцип, как принцип разновозрастных групп. То есть и в таком случае действительно будет осуществляться вот этот вот, ну что ли, взаимопомощь, взаимоконтроль со стороны старших учащихся над младшими воспитанниками. Так. Далее, что детей еще привлекает в системе внеурочной деятельности, так это безотметочное обучение, где не давлеет такой вот, что ли, бумеранг такой, что нужно обязательно ответить, обязательно нужно хорошо ответить, что ты там получишь двойку или тройку. Такого нет. И все, что не достигнет ребенок в ходе внеурочной деятельности, для его уровня это будет хорошо. Ну и еще нужно отметить, что именно в процессе внеурочной деятельности учитель имеет возможность реализовать сам себя в каком-либо направлении. Вот, исходя из всего сказанного, можно подытожить, что же являются функциями внеурочной деятельности. Конечно же, на первое место мы поставим это образовательная функция. Далее идет, можно назвать, ориентационную функцию, потому что через внеурочную деятельность внеурочная деятельность способствует формированию социальных ценностей, ориентации ребенка во внеурочное время. Коммуникативную функцию выполняет внеурочная деятельность, потому что именно в ходе такой совместной деятельности на кружке, факультативе, клубе или в походе или при подготовке к соревнованиям, конечно же, у детей выстраивается адекватная коммуникация между собой и с педагогом. Внеурочная деятельность способствует социальной адаптации ребенка. Ребенок осваивает самые различные социальные роли, он перемещается в другую социальную среду, что, конечно же, будет способствовать его дальнейшему успеху при дальнейшем обучении. Вот, чтобы функции и цели были реализованы, так, во всей своей полноте, необходимо ориентироваться в системе направлений, видов деятельности и форм организации внеурочной деятельности. Вот когда при анализе вашего портфолио, вот, к сожалению, не видно, по каким же направлениям вы осуществляете свою внеурочную деятельность, какие виды деятельности наиболее часто вы используете, и это приводит вас к определенному успеху, какие формы реализуются, через какие формы реализуются эти направления и виды деятельности. Ну вот эта вот простая табличка, эта табличка очень простая и позволит нам реализовать, построить какие-то системы взаимосвязи между направлениями. Вот давайте посмотрим. Так, вот возьмем духовно-нравственное направление. То есть это направление может быть реализовано через проблемно-ценностное общение, так, как вид деятельности. А форма – это будет, например, дебаты или тематический диспут. Следующее направление – общеинтеллектуальное. Например, это будет такой вид деятельности, как познавательное. В каких формах будет реализовываться это общеинтеллектуальное направление? Ну, наиболее часто это у нас получаются интеллектуальные марафоны, олимпиады и какие-то предметные конкурсы. Ну, можно, например, взять общеинтеллектуальное направление, проследить уже самостоятельно, и игровая деятельность, так? И отсюда форма деятельности, это может быть какая-либо игра.
Так, далее возьмем направление, ну вот спортивно-оздоровительное, по-моему, должно быть, да, спортивно-оздоровительное направление, так, это туристско-краеведческая деятельность, так, и экскурсия, так, вот и экскурсия. Ну вот это вот самый такой вот простой, ну, как принято говорить, конструкт, и таким образом мы можем подобрать для себя самые различные направления, и причем одно направление, оно может быть реализовано через разные виды деятельности и формы внеурочной деятельности. Ну вот, например, можно посмотреть, даже вот духовно-нравственное направление, да, его можно реализовывать через художественное творчество, через конкурсы рисунков на заданную тему. Культурное направление возможно реализовывать через художественное творчество, через конкурсы рисунков, посвященных военно-патриотической тематике. Ну, например, это также будет конкурс строя и песни или инсценировка песни. То есть посмотрите, насколько так вот удобен этот вот конструкт, и мы можем сочетать самые различные направления, виды деятельности и формы внеурочной деятельности. Нужно сказать, что направления внеурочной деятельности, они совпадают в основном с направлениями воспитательной работы образовательной организации. И вот в ваших портфолио почему-то вот это вот совершенно как-то не отражено, что ваша деятельность, она направлена на реализацию воспитательной работы всей школы. Как будто бы вы делаете вот что-то такое вот сами по себе, изолированно от других членов вашего педагогического коллектива. Никто не рассматривает возможность реализации какого-либо направления деятельности совместно, ну, например, с педагогом, или, например, биологии, или географии, или литературы. Вот, конечно, это требует больших временных затрат, больших усилий для того, чтобы организовать себя в команде, свою команду такую вот с другими коллегами. Но это необходимо тогда, и возможность раскрытия учащихся будет больше. И вы сами почувствуете, что результативность тоже повысится. Для реализации внеурочной деятельности, Дмитрий Валерьевич, что-то меня заело. Так, вот, спасибо. Для реализации внеурочной деятельности законом об образовании разрешено привлекать различные другие организации, использование материальных ресурсов и кадровых ресурсов, которых позволит повысить эффективность, результативность, позволит повысить интерес в внеурочной деятельности. В Республике Коми у нас действуют самые различные некоммерческие организации, которые представляют отделение всероссийских общественных организаций, ну, будем так говорить, что ли, военизированного направления. И я знаю, что многие из вас осуществляют взаимодействие с воинскими частями, с пожарной охраной и другими структурами. Но вот, к сожалению, никто не описывает, как идет это сотрудничество. Хотелось бы это услышать. Тем более, что когда вы анализируете такое направление, то у вас появится возможность транслировать опыт в таком вот направлении, подготовить какую-либо статью, разработать такое вот неурочное мероприятие и представить его педагогическому сообществу. То есть это вот описание и совершенствование методики сетевых форм взаимодействия учителей и вот организаций, которые здесь представлены, и других организаций, с которыми у вас есть возможность установить связи, так это, конечно же, повысит эффективность реализации внеурочной деятельности. Но для того, чтобы такое сетевое взаимодействие было не разовым, а в системе, конечно же, здесь понадобится разработка и заключение договоров о сетевом сотрудничестве. Спасибо. Итак, мы определили для себя, что такое внеурочная деятельность, какие цели ставят, какие функции выполняют, с кем можно сотрудничать при осуществлении
внеурочной деятельности. И вот прежде чем вообще начинается любая деятельность какая-то, мы с вами планируем результаты обучения. Как мы уже сказали, внеурочная деятельность очень тесно связана с образовательной деятельностью в соответствии с нашими программами. И при планировании результатов мы опять же говорим о предметных, метапредметных и личностных результатах. А воспитательные результаты рекомендуется представлять, различать на 3 уровнях. И мы сейчас с вами охарактеризуем эту деятельность. Итак, планируем предметные результаты обучения. Они у нас описаны в наших рабочих программах по учебному предмету. И нужно, если говорим мы на уровне основного образования, то там мы выделяем с вами, что есть рекомендации, чему должен ученик научиться обязательно, так, и то, что ученик получит возможность научиться. То, что ученик получит возможность научиться, мы это не проверяем, не выносим на промежуточную аттестацию. А то, что ученик, чему он должен научиться, это как раз у нас и контролируется. И вот как раз вот этот вот раздел, чему ученик должен научиться, это и должно быть отражено во внеурочной деятельности при планировании соответствующих форм. На уровне среднего общего образования предметные результаты обучения представлены на базовом и углубленном уровне. Но также это может быть на базовом уровне, на уровне выпускник научится и получит возможность научиться. На углубленном уровне та же ситуация, так, тоже выпускник научится обязательно и научится еще чему-то. Так, стрелка не выходит. Спасибо. Так, то есть вот, пожалуйста, и когда не всегда, но при планировании, при разработке каких-либо курсов неурочной деятельности, программ, мероприятий, так, есть смысл задуматься над тем, а на каком уровне здесь у вас ученики будут получать знания. Воспитательные мероприятия, то есть воспитательные возможности. Воспитательные результаты представлены на 3 уровнях. Это первый уровень, который характеризуется характеристикой только приобретением социальных знаний. То есть что же ребенок должен узнать? Ну, например, ребенок будет знать какие-либо правила поведения в природе, в социуме. Так? Он будет знать перечень, ну, например, каких-то объектов культурного наследия. Он будет знать примеры памятников, которые установлены видным военачальникам, памятным стелам и так дальше. Так? Он будет знать о традициях нашего народа, так? Он будет знать правила конструктивной групповой деятельности, так? Он будет знать, а как ориентироваться в природе. Так? Но чтобы, так, какое условие здесь необходимо, чтобы дети у нас овладели вот этим вот первым уровнем знаний? Тут деятельность довольно-таки очень простая. Это или проведение бесед, организация встреч с выдающимися личностями, героями нашего времени, так? Фильмов, документальных, художественных, так? Но получение результатов первого уровня, оно не предусматривает какого-то обсуждения. Ну вот показали, рассказали и все. А вот уже второй уровень, он предусматривает получение опыта, переживаний, позитивного отношения к базовым ценностям общества. И вот для достижения результатов второго уровня необходимо, чтобы учащиеся принимали участие в каких-то диспутах, дискуссиях, так, высказывали свою точку зрения на происходящие события. Так, и третий результат третьего уровня, это самый высокий результат получения учащимися опыта самостоятельного общественного действия. Так, это, конечно же, уже более высокий уровень организации внеурочной деятельности.
это организация исследовательской деятельности, это предоставление учащимся выступления на научно-практических конференциях, это вовлечение учащихся в активную природосберегающую деятельность, природоохранную деятельность, деятельность по охране памятников культурного наследия. Так. Это опыт общения с представителями других социальных групп, других поколений, с участниками и очевидцами военных действий. Сейчас развивается опыт волонтерства, и это одно из таких вот новых направлений, и нужно постараться так, чтобы эта вот волонтерская деятельность учеников не стала какой-то одноразовой только акцией, ну, каким-то памятным датам нашего государства. Так, это опыт организации деятельности других детей и принятия на себя ответственности. И вот как раз достижение результатов третьего уровня невозможно сразу требовать от ребенка, если он не прошел вот первые два уровня. И при организации внеурочной работы, при планировании внеурочной деятельности, при планировании каких-либо мероприятий, вот нужно задумываться, да, на воспитательные результаты какого уровня вы ориентируете своих учеников. Ну, когда мы с вами, вот с некоторыми я общалась на Олимпиаде или в какое-то другое время, то на вопрос, а что вы видите в качестве результата неурочной деятельности, например, по олимпиадному движению, большинство, 100% всегда отвечает. Это получение там, дипломов, наград, это занятие какого-то первого или второго места. Ну, вот, теперь мы понимаем, что за этой наградой, да, за сертификатом, за грамотой, за дипломом стоят, конечно же, знания. И вот эти знания вы и формируете у учащихся, знания, умения предметные и метапредметные. Нужно также обратить внимание и на эффекты внеурочной деятельности. Эффект – это своего рода послевкусие, да? Это то, что ощущает ребенок после того, как он принял участие в какой-то форме внеурочной деятельности. Вот какое это будет послевкусие, да? Или он скажет, ну так вот, ну зачем мне это надо, там я время только зря потерял, да? Или ребенок задумается над какой-то духовно-нравственной проблемой, так? Или после соревнования он будет чувствовать в себе уверенность в том, что он что-то достиг и сможет достигнуть еще больше, так? Или это будет гордость за свой отряд, за свою группу, так? Вот это вот как раз и будет эффект. Или он будет чувствовать чувство гордости, ощущать чувство гордости за свою школу, или за то, что он представлял свой муниципалитет, так? Или свою республику он представлял. То есть вот это вот как раз и будут те эффекты, на которые мы должны ориентироваться. Так. Как можно представить результаты внеурочной деятельности? Результаты можно представить, опять же, на 3 уровнях, как мы с вами это наблюдаем. Первый уровень – это индивидуальный. Это уровень достижения отдельно взятого ученика, и достижения, собранного в его индивидуальном портфолио, его кейсе. Это карта индивидуального развития, так или иначе. Но здесь, в этом портфолио, самое главное, что ребенок должен для себя видеть не просто то, что у него там очень много грамот, очень много сертификатов, а чтобы ребенок различал уровень, за какие достижения получены эти результаты, и стремился не к накопительству, как порой это бывает у младших школьников, а именно к саморазвитию на основе вот полученных результатов. Ну, в этом, конечно, помогает ученику наставник. Далее, второй уровень представления результатов неурочной деятельности – это коллективный уровень, который результаты на коллективном уровне, да, представлены в основном, раскрываются через достижения, ну, например, или это отряда, или группы, или членов кружка. Так.
И здесь, конечно же, сочетается и индивидуальный вклад ребенка в достижение коллектива. Ну, а учрежденческий уровень, так, здесь подводятся итоги работы всей общеобразовательной организации, и, конечно же, вот в учрежденческом уровне будет отражен и ваш вклад как педагога, организатора внеурочной деятельности по предмету. Так. Вот, значит, обратите, пожалуйста, внимание, значит, с каких разных сторон можно планировать и рассматривать результаты внеурочной деятельности по предмету. Теперь обратимся к нашему портфолио. То есть вот вы представляете данный раздел, данный критерий, и что же я вижу, да? Значит, написано, что я провожу различную внеурочную деятельность по предмету, ее анализ представлен в таблице номер 2. Ну, в такой-то таблице. Но, простите меня, коллеги, в таблице не представлен анализ. В таблице не представлен анализ. В таблице представлена хронологическая последовательность проведения различных внеурочных мероприятий. И из года в год, да, ну, например, с 2015 года я проверяю, и вот, например, из года в год там повторяются одни и те же мероприятия. Некоторые педагоги как поступают? Вот они пишут, что с 2015 года по 2020 у меня проходят вот такие вот мероприятия. То есть педагог сам указывает на то, что у него эти мероприятия повторяются из года в год. И на этом вот таблицы, или они там большие, подробные, там на 5 страницах, или вот такие обобщенные, все, на этом заканчивается весь анализ. К сожалению, такой анализ, он определяется как неосуществленный, да, и вам предлагается продолжить работу над представлением вот этого направления внеурочная деятельность. Наверное, сейчас уже вы поняли, что нужно по-другому подходить к анализу внеурочной деятельности. Так, еще раз. То есть как можно проанализировать вашу систему мероприятий внеурочной деятельности? Ну, во-первых, можно проанализировать, например, по уровням проведения. То есть вы проводите мероприятия ежегодно на школьном уровне, муниципальном, региональном, федеральном. Так можно провести. Что нам, не буду пока забегать вперед, да, другой подход к анализу внеурочной деятельности по направлениям. Так. Или по видам деятельности, или по уровню наград. Любой вариант, он может подвести нас к тому, а в каком же направлении нужно совершенствовать, развивать внеурочную деятельность. И предоставить так вот этот анализ, чтобы эксперту, да, не только мне, но кому-то еще другому, было понятно, что вы из года в год наращиваете вот этот вот возможный потенциал реализации внеурочной деятельности. Так. Вот посмотрим динамику количества мероприятий. Дмитрий Валерьевич, пожалуйста, нажмите на кнопочку. Так, динамика количества внеурочных мероприятий. Так, ну вот, допустим, вот первая столбчатая диаграмма, так, синим цветом показан школьный уровень. Нужно сказать, что это я взяла из ваших портфолио. Так, вот он, школьный уровень. То есть получается, что за весь аттестационный период преподаватель организовывал мероприятия внеурочной деятельности только на школьном уровне и совсем чуть-чуть на муниципальном уровне. Что можно посоветовать? Ну, то есть такой преподаватель, хорошо, он проанализировал, он выяснил, что принимал участие один раз только, выступал на муниципальном уровне со своими учащимися. Значит, он для себя делает вывод, ага, а почему так произошло, да? Что нужно сделать, чтобы ученики как можно чаще выступали на других уровнях организации мероприятий? Да? Вот посмотрим другого учителя. Так?
Да, какие-то мероприятия повторяются из года в год, так, динамики не наблюдается, или наблюдается отрицательная динамика, или наоборот положительная динамика. Но нужно сказать, что вот очень редко учителя ОБЖ представляют результаты внеурочной деятельности на международном уровне, на федеральном уровне и международном. Что это такое? Ну, чаще всего здесь речь идет о каких-то интеллектуальных мероприятиях, интеллектуальных соревнованиях среди школьниками. Но уж если обучающиеся специальных коррекционных школ принимают участие в международных олимпиадах и каких-то интеллектуальных конкурсах, то почему школьники, изучающие основы безопасности жизнедеятельности, не поднимаются выше регионального уровня? Вот это дает нам повод задуматься над тем, а как же, что же нужно делать? И вот опять же, какой здесь мостик у нас перекидывается? А мостик перекидывается к самому последнему пункту, самому последнему критерию нашего портфолио. Это организация проектно-исследовательской деятельности самого педагога. То есть там мы тогда можем уже составить какой-то проект педагогический, а как же повысить эффективность, результативность внеурочной деятельности по предмету. Вот зачем это делается. Так, еще раз вернемся к картинке. Так, по уровням проведения мы с вами проанализировали. Так, вот, например, по направлениям деятельности. Так, культурное, туристско-краеведческое, спортивно-оздоровительное направление, творческое там направление есть у нас, да? То есть вот можно так повернуть. Не хотим анализировать по уровням проведения, давайте проанализируем по направлениям. Так? Ну, в основном у нас какие направления преобладают? Это спортивно-оздоровительное направление, социальное направление может быть. Так? А почему тогда у меня нет таких вот направлений, как, например, художественное направление? Ведь можно же принимать участие в каких-то конкурсах, которые посвящены пропаганде безопасности жизнедеятельности на дорогах, по пожарной безопасности, безопасности на водоемах, через рисунки. Так, или, например, вы можете установить вот контакт, связь, и чтобы вы тоже принимали участие в таких проектах, как конкурсы инсценировки песни, например, так, или конкурсы живых картин, связанных с патриотикой или с какими-то другими направлениями, по здоровью. Так, по видам деятельности. Не хотим по направлениям, пожалуйста, по видам деятельности вы все равно сможете проанализировать. По уровню, виду наград. Что у нас, какие награды? Сертификаты или дипломы, так, какого уровня, школьного, муниципального. Так? И вот когда вы все это вот, ну, попытаетесь, вы хотя бы проанализировать вот в каком-то одном хотя бы ключе, да, у вас сразу же появится возможность, ну, что, заняться именно совершенствованием своей методической разработки. Так? У вас появится мысль, а что же тогда можно будет написать, с чем можно будет выступить на какой-то практической педагогической конференции, отправить грамотную статью куда-либо. Вот как раз вот на эту тему вот очень бы хотелось, чтобы вы задумались и свой анализ, свой отчет по этому направлению, ну, представили действительно грамотно, потому что вы это сможете сделать, только нужно придерживаться вот каких-то определенных правил. Так, что же является показателем эффективности? Эффективности внеурочной деятельности, организуемой педагогом. На эффективность будут влиять следующие условия. Это наличие программы внеурочной деятельности. Да? Программа, она как раз и сопрягается с программой воспитательной работы школы, образовательной организации. У вас может быть план внеурочной деятельности. Но вот когда тоже вызывает чувство недоумения, вот в 2016 году у вас такой план внеурочной деятельности, потом скопировали, поменяли 2016 год на 2017 точно такой же. Так? Ну вот такого не должно быть. То есть план он должен развиваться, и тогда это будет способствовать развитию самих учащихся и развитию педагога.
Так, далее. Для того, чтобы подготовить грамотный, ну что ли, представить свой отчет, свой анализ, так, мы должны работать в этом направлении по анализу внеурочной деятельности не только в период подготовки портфолио, вот кто полгода, я писал полгода портфолио, другой пишет там 2 месяца. Ну, согласитесь, что за 2 месяца и даже за полгода, ну, очень трудно вот охватить огромный такой вот пласт ваших функциональных обязанностей, чтобы все это проанализировать. Вот год закончился, сразу проанализировали, оформили, сохранили. И это вот такая вот работа систематическая, ну, она позволит вам подняться на более высокий уровень. И вы сможете подтвердить то, что вы достойны высшей аттестационной категории. Я нисколько не сомневаюсь в этом, но вот умения порой вот не хватает, чтобы это, завершить этот свой анализ. Да. На показатель эффективности, конечно же, указывает ваша регулярность трансляции результатов методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности. На самых разных уровнях вы выступаете, и вот нам как раз не хватает, чтобы у нас были свои публикации в нашем методическом кабинете, в нашей методической копилке нашего РМО. У нас там пока только 2 программы курса внеурочной деятельности, а разработок внеурочных занятий у нас их вообще нет. Так? Но вы скажете, мол, трудно здесь, чтобы трудно, мол, разместить, но трудность заключается не в том, что разместить, а трудность порой заключается в том, что нужно еще поработать над тем, чтобы соответствовали представленные вами разработки тем требованиям, которые нужно. Далее, о мониторинге, что нужно сказать? Что мы подвергаем мониторингу, исследованию на протяжении определенного какого-то промежутка времени? Ну, во-первых, вы можете проанализировать и указать в своем отчете, анализе, что вот у вас не наблюдается, например, отсева учащихся, что у вас, наоборот, увеличивается количество учеников, занятых во внеурочной деятельности. Здесь же можно отразить также то, что родители высказывают удовлетворение ходом реализации внеурочной деятельности, что родители активно принимают, и родители заинтересованы и активно тоже принимают участие в некоторых формах. В чем может также еще проявляться эффективность деятельности? Это может быть снижение или отсутствие учащихся, которые были замечены в каких-то антисоциальных действиях, поведении. Так. Это может быть творческие достижения учащихся, их проекты, их исследовательские работы, так, которые были достигнуты за какой-то определенный промежуток времени. Также, как итог внеурочной деятельности, может быть вами представлена динамика количества учащихся, которые поступают в профессиональные организации МЧС, МВД, Министерства обороны Российской Федерации. Это ведь тоже показывает вашу готовность, тоже показывает ваш уровень подготовки учащихся к дальнейшему обучению в этих образовательных организациях. Вот это у нас, вот это вот наша часть первая, да, я ее хочу закончить тем, что как взаимосвязаны внеурочная деятельность и дополнительное образование школьников. Появился даже такой термин, как феномен внеурочной деятельности и дополнительного образования. Обратите, пожалуйста, на вот эту вот такую, что ли, пирамидку. Так? Вот получается, что в календарный год мы берем, да, и в этом календарном году где-то у нас 216 дней ученики заняты учебным процессом, да? Но отводится на учебный год. Но урочное время, если мы вычтем каникулы, да, оно становится меньше. Зато посмотрите, вот в неурочной деятельности
неурочной деятельностью ученики могут заниматься вот все эти 216 дней. Но некоторые педагоги могут предложить ученикам и продолжить свою какую-то неурочную деятельность в рамках научно-проектного исследования, так, подготовки к спортивным соревнованиям. Таким образом, мы видим, что внеурочная деятельность, она больше по объему, чем сама урочная деятельность. И плюс сверху еще накладывается дополнительное образование, результаты которого вообще выходят за рамки образовательной программы по предмету и дают еще больше возможности для того, чтобы ребенок занял свое свободное время в соответствии, еще раз повторяю, со своими склонностями, способностями, познавательными интересами и профессиональными наклонностями. Вот то, что я хотела вам рассказать в первой нашей части беседы. Вот в прошлый раз, когда у нас речь шла о анализе результатов обучения, так, я не сказала, я не попросила вас, ну, наверное, вы сами догадались, что нужно вот эти проблемы, которые мы поднимаем на наших вебинарах, на наших с вами заседаниях, эти проблемы должны стать объектом обсуждения на ваших муниципальных методических объединениях и школьных методических объединениях, потому что некоторые вопросы, они являются общими, то есть вот так вот анализировать внеурочную деятельность рекомендуется, будем так говорить, что ли, всем педагогам, например, также педагогам по физической культуре. Вы чаще всего выполняете такие вот двойные функции, как учителя ОБЖ и физической культуры. Да? И мне бы хотелось, чтобы вот особенно руководители муниципальных методических объединений, вот они включили в свои планы вот эти вот вопросы, может быть, проанализировали те портфолио, которые будут направлены в дальнейшем на аттестацию, так, чтобы качество повысилось этих портфолио, да, чтобы вы сумели представить свои результаты. Так, и самое главное, вот протянуть вот этот вот мостик между достигнутым, да, и тем, что вы планируете раньше. Вообще портфолио, оно построено по такому принципу, что вы сначала все анализируете, затем выходите на проекты свои собственные, да, и это будет, круг замыкается, это будет способствовать повышению образовательных и воспитательных результатов. Так, ну и второй вопрос, это направление, пожалуйста, Дмитрий Валерьевич, еще раз нажмите. Ага. Так, это направление и содержание работы республиканского нашего методического объединения в связи с теми моментами, которые уже вот внесены были совершенно недавно. Значит, я еще раз обращаю ваше внимание, что мы с вами в оставшееся время, да, проведем еще несколько вебинаров, которые будут направлены на повышение вашей педагогической компетенции. Так, это кейс-технологии, это формирование электронной образовательной среды учебного предмета. Как раз тема этого вебинара, она взята в соответствии с планом реализации концепции развития предмета ОБЖ. Далее остановимся на вопросах, что такое содержание проектной деятельности учителя ОБЖ, так, и организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся. Следующее направление, которое будет развиваться у нас, это профессиональные конкурсы. Порой вот эти, именно вот, что ли, баллов за участие в профессиональных конкурсах нам и не хватает. Значит, у нас сейчас идет республиканский заочный конкурс «Лучший учитель ОБЖ». У нас принимает участие 15 педагогов. Так, пожелаем им успехов, чтобы жюри не очень их так сильно журило. Так, и этот конкурс у нас пройдет и на следующий год. Поэтому готовьтесь. Далее у нас будут конкурсы уроков, республиканские конкурсы, заочные республиканские конкурсы. Это урок безопасности, в котором могут принять участие педагоги всех уровней образования, начального, основного и среднего общего образования. Подключим также педагогов и организации среднего профессионального образования. Так, далее. Региональный этап. Мы включимся в региональный этап всероссийского конкурса «Лучший педагог» по обучению основам безопасности жизнеповедения учащихся на дорогах. Так. Продолжим работу по популяризации учебного предмета
ОБЖ, ну, кроме Олимпиады, которая проходит у нас традиционно. Так, мы хотим сделать Олимпиаду, то есть она у нас запланирована где-то в октябре месяце этого года. Это республиканская дистанционная интернет-олимпиада по основам медицинских знаний. Когда-то эта Олимпиада у нас проходила в КРИРО, ну, дай бог памяти, это был, наверное, 2016 год. Так? Мы также... педагоги в то время, еще где-то 14-13 года, мы организовывали медицинскую олимпиаду в Коми государственном педагогическом институте, да, и всегда находили отклик очень большой со стороны и школьников, и со стороны педагогов. То есть эта олимпиада будет где-то в октябре. Так. Далее, республиканская дистанционная интернет-олимпиада для обучающихся на знание правил дорожного движения и тематические викторины, посвященные победе российского советского оружия в годы Великой Отечественной войны. Так, и здесь будут тематические викторины, также посвященные знанию биографии видных военачальников, примерно еще такая тема, там, фронтовики, наденьте ордена, в бронзе и камни и так далее. Все эти мероприятия будут приурочены к памятной дате 9 мая. Так, что у нас еще возможно? Так, работа с родителями. Работа с родителями – это тоже один из критериев работы педагога. Так? И вот предлагается еще такое направление, как организация работы инициативной группы граждан «Родительский патруль» по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, организация конкурса семейных команд «Безопасная дорога детям». Так, возможно, здесь, так, где-то еще написала такое мероприятие, которое включено в план, которое включено в дорожную карту, это проведение просветительской работы по применению светоотражающих знаков, которые повышают безопасность на дороге. Эта тематика на сквозной линии проходит с первого, значит, с дошкольного образования, так, через 1 класс и до 11 класса. Так. И привлекаем вас также, просим готовиться, вот принять во внимание, что на уровне республиканском уровне Республиканский институт повышения квалификации, да, приглашает вас к участию в конференциях, которые будут проходить на базе нашего института. Это «Эффективный учитель для эффективной школы» май, так, и 3-я республиканская конференция «Образование 21 века. Инновации, преобразование и развитие», которая будет проходить в ноябре. И если вы, мои коллеги дорогие, проявите активность, да, то мы тогда сможем организовать свою секцию, что, конечно же, повысило бы престиж нашего методического объединения. И можно будет подготовить свои сборники статей или тезисов, которые будут обобщать опыт вашей работы в самых разных направлениях. Вот что хотела вам сегодня рассказать, уважаемые коллеги. Так, какие у нас есть вопросы? Если какие-либо вопросы... Вопросов? Нет. Так, да? Нет вопросов. Здравствуйте. Так, простите за опоздание. Так. Что, какой-то вопрос есть, да? Нету вопросов. Так. Ну вот, значит, с какой просьбой я к вам обращаюсь, так, чтобы вы на ближайших своих заседаниях обсудили вот этот вот план, который я вам предлагаю, и, конечно же, это придаст вашим объединением методическим уже более такой, я думаю, существенный вес, так, и мы повысим качество образования и качество своего портфолио. Вот на этом я хочу с вами попрощаться. До свидания. Спасибо за внимание. Звоните, пишите. Я буду рада с вами общаться. Мне больше делать нечего, только с вами общаться. До свидания.